Добрый вечер. Сегодня мы предлагаем второй выпуск телевизионного проекта «Чечен-Инфо». Напомню, что жанр этого проекта – общественно-политический телевизионный журнал, который сверстан из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. Кроме того, в течение ближайшего часа вы узнаете о наиболее значимых событиях нашей истории, происшедших во второй половине марта. Узнаете о знаменитом чеченце Махмуд Шевкет-Паше, который стал первым и последним генералиссимусом Турции. Команда информационного канала уверена, что новости это весьма интересно, если к ним подходить с интересом. Обзор наиболее ярких событий прошедшей недели. Дресс-код в Чеченском государственном университете. Экология Чеченской Республики нуждается в улучшении. В республике отметили 6-ю годовщину со дня принятия Конституции. Все это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Почему так получилось, что в исконно исламском обществе, в народе которым гордились своими красивыми и чистыми традициями, проблема борьбы с алкоголем стала актуальной? Почему проблема достигла таких размеров, что президент лично решил навести порядок в проблеме отрезвления общества? Об этом в рубрике Digest Info рассуждает Тагир Салаханов. Что говорят о нас и что говорим мы в глобальной сети интернет? На прошлой неделе говорили о том, что армия безработных превращается в армию контрактников, о том, что наша республика в числе регионов, в которых отмечен рост ДТП. Сообщалось также и о том, что чеченская сотовая связь с 1 марта этого года значительно снизила цены для пользователей сети интернет, и что бывший заместитель прокурора Чеченской Республики подозревается в мошенничестве. С подборкой интернет-новостей минувшей недели в ленте глобальной сети. История Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий чеченской истории второй половины марта в непричесанной истории Чеченской Республики. На этой неделе это были отмена ограничения проживания горцев в Грозном, съезд представителей чеченского населения Терской области, конец Деникинщине и упразднение миратства Узун-Хаджи и многое другое. Предлагаем вашему вниманию историю, возвращенную из небытия. В начале прошлого века в Турции появился свой генералиссимус. Это некий Махмуд Шевкет-Паша. Лишь сравнительно недавно выяснилось, что этот видный государственный и политический деятель по происхождению был чеченцем. История его происхождения в приложении на чеченское общество изучена не до конца. Мы постараемся в какой-то степени восполнить этот пробел. На вопросы, кто он и откуда, мы попытаемся ответить в нашей новой постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». Обзор наиболее ярких событий прошедшей недели. 10 динамичных сюжетов, каждый из них мини-репортаж на актуальную тему. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие минувшей недели. Вот некоторые из них. Дресс-код в Чеченском государственном университете. Экология Чеченской Республики нуждается в улучшении. В республике отметили 6-ю годовщину со дня принятия Конституции. Все это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. В Новоогарёву состоялась рабочая встреча председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина и президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в ходе которой обсуждались вопросы развития экономики и социальной сферы Чеченской Республики, а также вопросы влияния глобального кризиса на процесс позитивных преобразований, происходящих в Чеченской Республике. В ходе встречи Кадыров отметил, что в Грозном уже сегодня практически не осталось следов войны. Все социальные объекты, объекты здравоохранения и частный сектор практически полностью восстановлены. Идет выплата компенсаций, которая будет завершена уже в этом году. Глава республики также подчеркнул, что в республике удастся выйти из кризиса с положительной динамикой, и это во многом благодаря помощи, кредитам и инвестициям некоторых банков и компаний. Президент сообщил, что буквально накануне состоялась его встреча с руководством Министерства финансов Российской Федерации, и ведомство подтвердило, что договоренности с республикой по всем проектам и параметрам достигнуты. В ходе встречи Владимир Путин заявил, что все проекты по восстановлению и развитию Чеченской Республики, несмотря на экономические сложности, будут продолжены, однако с учетом кризиса будут несколько сдвинуты по времени. 6-ю годовщину со дня принятия на всенародном референдуме Конституции отметили в Чеченской Республике на прошедшей неделе. В этой связи Рамзан Кадыров в поздравлении чеченскому народу подчеркнул, что референдум стал точкой отсчета нового этапа развития республики. Как отметил глава республики, принятый основной закон придал импульс развитию демократии, упрочнению гражданского мира и согласия в обществе. Напомним, что именно 23 марта 2003 года состоялся первый в истории республики всенародный референдум, в ходе которого и была принята Конституция республики, закрепившая развитие региона в составе Российской Федерации. Около 96% проголосовавших поддержали предложенную Конституцию, автором которой был первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Уже после принятия Конституции первый президент подписал указ об объявлении 23 марта Днем Конституции. В Чеченской Республике этот праздник является выходным днем.
В связи с знаменательной датой в этот день в Грозном Государственном концертном зале прошло торжественное заседание с участием руководства республики, депутатов, правозащитников и общественников. После докладов о роли и значении в истории и развитии Чеченской Республики референдума состоялось награждение лиц, внесших вклад в его организацию и проведение. В заключении праздничного мероприятия состоялся праздничный концерт. В Чеченской Республике отмечается сокращение террористической активности. Об этом заявил в ходе своего визита в Грозный председатель Комитета по безопасности Госдумы Российской Федерации Владимир Васильев. Васильев подчеркнул, что опыт и положительная практика, используемая Чеченской Республикой, которая стала объектом прямой агрессии со стороны сил международного терроризма, представляет большой интерес, особенно на фоне той нестабильной обстановки, которая продолжает оставаться напряженной в некоторых регионах Северного Кавказа. В этой связи депутат Федерального собрания подчеркнул, что Комитет Госдумы Российской Федерации по безопасности намерен взять за основу опыт республики по противодействию терроризму. Парламентом Чеченской Республики во втором и окончательном чтении принят закон о пожарной безопасности. Известно, что закон ранее уже рассматривался на заседании парламента, после чего и была составлена таблица поправок и внесены изменения в соответствии с федеральным законом о пожарной безопасности в Российской Федерации. Между тем, уже с начала 2009 года при пожарах в Чеченской Республике погибло 7 человек, а количество травмированных достигло 21. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чеченской Республике, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации газовых и электробытовых приборов, а также детская шалость с огнем. Студенты Чеченского государственного университета с апреля будут носить единую форму одежды с логотипом вуза. Об этом сообщили на прошлой неделе в Министерстве образования и науки. Униформа вуза – это строгие классические костюмы 4 цветов с эмблемой университета, с галстуком для ребят и платком для девушек. Допускается также вместо пиджака носить джемпер соответствующего цвета. Костюмы шиты на одной из турецких фирм и уже поступили в продажу в специализированный магазин рядом с главным корпусом университета. Стоимость комплекта до 5000 рублей, что вполне доступно и не обременительно для студенческого бюджета. В то же время сообщается, что приобретать новый костюм не обязательно, если в гардеробе у студента уже есть костюм соответствующей расцветки и стиля. Руководство вуза уверено, что принятые меры позволят укрепить дисциплину, повысить духовно-нравственный уровень молодых людей и создать привлекательный имидж университета. В Министерстве образования и науки республики не исключили возможность введения униформы и в других учебных заведениях республики. Наиболее серьезными экологическими проблемами в Чеченской Республике является загрязнение атмосферного воздуха, накопленные отходы производства и загрязнение земель общего пользования. Об этом на прошлой неделе сообщил Комитет правительства Чеченской Республики по экологии. По данным комитета, более 50% от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на автотранспорт, число которого в республике уже превысило 125 тысяч единиц. Сообщается также и о том, что общий годовой выброс вредных веществ в атмосферу на сегодняшний день составляет цифру более 160 тысяч тонн. Однако эти цифры не полные, так как фактическому учету пока не подлежат более 6 тысяч предприятий, имеющих отношение к выбросам вредных веществ. Не менее серьезной угрозой для окружающей среды являются и накопленные отходы производства и потребления, скопившиеся на стихийных свалках. Так, по подсчетам, в республике ежегодно только на муниципальных территориях образуется до 280 тысяч тонн твердых бытовых отходов, в связи с чем республика уже встает вопрос о необходимости строительства мусороперерабатывающих заводов. Председатель Совета алимов Чеченской Республики Ходжа Ахмед Кадыров принял участие в работе Международного межконфессионального форума, который проходил на прошедшей неделе в Кувейте. В ранге почетного гостя Кувейта Ходжа Ахмед Кадыров выступил и в прямом эфире национального телевидения Кувейта. В ходе эфира он рассказал о достижениях Чеченской Республики в социальной сфере в области спорта, культуры и здравоохранения. Здесь также было подчеркнуто, что Чеченская Республика на сегодняшний день перешла от этапа активного восстановления в фазу устойчивого социально-экономического развития, благодаря чему регион считается одним из благоприятных для вложения крупных инвестиций. В ходе визита в Кувейт Ходжа Ахмед Кадыров также провел несколько встреч с государственными и общественными деятелями этой страны. Как отметил сам Богослов по возвращении на родину, донести до мировой общественности информацию о позитивных преобразованиях в Чеченской Республике и было главной целью его поездки. По сообщению информационного агентства «Регнум», в аналитических материалах, предоставленных МВД России к заседанию круглого стола, который состоялся в Государственной Думе, отмечается, что в 2008 году по сравнению с 2004 годом наибольший прирост числа погибших отмечен в Иркутской области, Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарии и Республике Мордовия. В списке лидирующих также Чеченская республика. В то же время отмечается, что в Чеченской республике количество автомобильных аварий, произошедших в 2008 году с участием нетрезвых водителей, значительно снизилось по сравнению
сравнении с 2007 годом. Тем не менее, на автотрассах республики за прошедший год погибло 199 человек и около 500 получили увечья различной степени тяжести, сообщает в ГИБДД. Швейцарское управление развития и сотрудничества в Ингушетии построит 42 коттеджа для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. Об этом сообщает газета «Северный Кавказ». Планируется, что коттеджи будут построены в городе Карабулак в текущем году, а на следующий год это же управление намерено реализовать на территории республики программу развития социальной инфраструктуры в тех населенных пунктах, где ранее были построены дома для решивших остаться в Ингушетии. Газета сообщает, что программа Швейцарского управления развития и сотрудничества реализуется в Ингушетии аж с 2003 года, и на сегодняшний день в республике благоустроено 177 семей как на Вдрановском, так и в Малгобекском районах республики. Конечно, благоустройство беженцев – дело богоугодное, другое дело, как оно реализуется. Когда под маркой благоустройства беженцев из Чеченской Республики власти получают определенные финансовые и материально-технические средства для развития экономики региона. Необычная акция «Йогурт взамен на сигарету» прошла на неделе в Грозном. Организаторы акции – патриотический клуб «Рамзан» и Комитет правительства Чеченской Республики по делам молодежи. Цель акции – профилактика, направленная на снижение потребления табачной продукции в молодежной среде. В ходе акции активисты патриот-клуба «Рамзан» подходили к молодым, у которых были замечены сигареты, и в вежливой форме просили отказаться от сигарет в обмен на стаканчик йогурта. При этом молодым людям объяснялась полезность и ценность этого пищевого продукта, в отличие от привычки курения. Как объясняют организаторы акции, йогурт в качестве альтернативы курения выбран не случайно, именно этот продукт ассоциируется с вкусной и здоровой пищей. Комментируя важность самой акции, председатель патриотического клуба «Рамзан» Садом Месербиев отметил, что курение приводит ко многим заболеваниям, поражает не только курильщика, но и его окружающих. В начале марта Рамзан Кадыров подписал указ об ограничении времени продажи алкогольной продукции. Свое решение Рамзан Кадыров объяснил тем, что в последнее время увеличился рост преступлений, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Почему проблема достигла таких размеров? Что президенту лично пришлось вмешаться в дело отрезвления общества. В своем сюжете об этом рассуждает Тагир Салаханов. В начале марта президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15%. Сам Кадыров свое решение объяснил тем, что в республике в последнее время увеличился рост преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее распространенными преступлениями являются вождение транспорта в нетрезвом виде, влекущие многочисленные жертвы среди населения, а также рост бытового пьянства, в ряде случаев заканчивающийся убийствами. Кадыров своим указом постановил ограничить время розничной продажи алкогольной продукции, определив время ее продажи ежедневно с 8 до 10 часов утра, а в период священного месяца Рамадан вообще запрещена торговля спиртным. Особое внимание глав районов президент республики обратил на необходимость упорядочения выдачи лицензий на разрешение торговли алкоголем и повышения уровня персональной ответственности в случае нарушения принятого закона. Что он должен делать, как он должен это все делать. Да, я вас собрал, я сегодня подписал указ, сюда проект, я не вижу, сегодняшнего дня в республике, только в Шинсаке, я дух кандидат, это дух штеги, да, точно еще именно по вашей вине, по вине главы района, все халатность там дальше. Точно знаю, вообще лицензия еще, что вообще на телефончик говорю, то она лицензия луна, больше лицензия еще, да, закон Российской Федерации нарушать вещь, это закон Российской Федерации нарушать вещь, что новый за лицензию, за марка, что продавали, опять да, новый, когда мы начали этим заниматься, когда уровень снизить преступления, Почему же так получается в исконно исламском обществе, в народе, который гордится своими красивыми и чистыми традициями, среди тех, кто пережил все мыслимые испытания современного мира и выстоял? И почему проблема достигла таких размеров, что президент лично решил навести порядок, волевой указ которого только начало отрезвления общества? Чеченское общество испокон веку держится на 3 китах – вере, морали и чести. Всем 3 перечисленным качествам непременно должен был соответствовать каждый уважающий себя чеченец. Соответственно, эти качества характеризовали и весь народ. Нарушение или пренебрежение перечисленным вело чеченца к потере лица, а потерять лицо для мужчины и коноха было страшнее самой жестокой смерти. Почему я начал свой рассказ из таких глубин истории?
Да потому что сегодня 3 этих качества обесценились настолько, что теряют это самое лицо просто походя, между прочим. Самое неприятное свидетельство сказанному – алкоголизм и наркомания, которые еще, к сожалению, можно у нас наблюдать. Проблема наркомании на сегодняшний день стоит не так остро. Еще Ахмад Хаджи Кадыров поставил наркоманию в один ряд с самым страшным злом нашего времени – религиозным экстремизмом. «Смерть ваххабитам, нет наркотикам» – именно так звучал его лозунг. Что ж, с удовлетворением можно отметить, что оба фигуранта сего лозунга пребывают в Чеченской Республике примерно в одинаковых условиях. Хребет ваххабитов сломан. Наркотиков в республике тоже не густо. Купить так называемую травку – очень сложная проблема, а уж героин, кокаин или другие формы тяжелых наркотиков даже служба наркоконтроля видит все реже и реже. Потребители раз-два и обчелся, так какой резон его вести наркоторговцам? Продавать некому, а нападет на след наркоконтроль или другие защитники правопорядка, и деньги потеряешь немалые, а то и в кутузку загремишь. Одним словом, наркотики для Чеченской Республики не представляют серьезной угрозы. А вот алкоголь – тут прямо беда. Даже в советское время, где водки и пиво было залейся, а государство не препятствовало питью, увидеть пьяного на улицах чеченских сел и городов было редкостным зрелищем. Если кто-то, не будучи истинным мусульманином и пренебрегал запретами шариата, то укоризненный взгляд старой женщины или, не дай бог, риск встречи с кем-то из старших своего рода или фамилии действовал как очень сильно сдерживающий или, уж простите за каламбур, отрезвляющий фактор. Если мы призываем бороться с наркоманией, то почему мы не обращаем внимания на злостное пьянство, несущее одинаковые угрозы для общества, подчеркнул Кадыров. Более того, он предусмотрел возможные нападки на него в связи с подписанным им указом. Я думаю, что найдутся доброжелатели, считающие себя защитниками прав потребления алкогольной продукции. Точно так же было, когда я ограничил в течение недель действия игорного бизнеса на территории республики. Однако результатом такого решения стало понижение уровня преступности. Более того, прошло немного времени, и в ряде регионов России приняли такое же решение, отметил Рамзан Кадыров. Закон саду, нарушать шоу-натона, де закон нарушать дешлу, ком ночи, ком гилла, гулла, адов саду хошлу, и хар мамелан тедбона, мадошку, сопротиву. Прокурор Чеченской Республики Михаил Савчин, комментируя решение Рамзана Кадырова, полностью его поддержал, хотя и отметил, что возможно расширение изготовления алкогольной продукции кустарного производства и отток денежных средств приграничной с Чеченской Республикой регионы, где нет подобных ограничений. Хотелось бы возразить и прокурору республики. Нет, Михаил Михайлович, не будут у нас варить самогон, и суррогатной выпивки тоже не будет. Залогом тому и отсутствие подобного опыта у чеченцев в прошлом, и что важнее, как отметил Рамзан Кадыров, комплексное решение проблемы. Она по границе полностью укрепительна, и полностью доходит сигару, секучу, РДС, спирт, она ваде 500 литров спирту на устье районе. Плюс 20 тысяч адеков аду, 12 материалов по 238 статье еще. Кроме того, за последние 9 месяцев в республике не было ни единого случая отравления паленой водкой. Это сообщил уже Минздрав. Столь жесткое решение проблемы алкоголизма было обусловлено двумя причинами. Во-первых, в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи нельзя допустить, чтобы истинные ценности ислама и красота традиций чеченского народа были подменены прозападным культом, суть которого тлен. А во-вторых, пьянство за рулем в нашей республике достигло таких угрожающих размеров, что без жестких мер просто не обойтись. Как сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Чеченской Республике Иса Сааев, за 2008 год на территории республики зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 199 человек погибли и 481 травмирован. Пресечено 1700 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только вдумайтесь в эти цифры, учитывая тот факт, что всего в Чеченской Республике зарегистрировано только 160 тысяч единиц автотранспорта, то есть каждый 10-й водитель потенциально пьян. Слова президента республики о том, что пьяный за рулем и террорист для него одно и то же, и тот и другой убивают людей, становятся очень понятными. حيوش داخل والأرض من الوصول حيوش تنتقل حيق اللودر أعيوش تطان لجدين ناخذ بريمير جوش وانك مليل دي ديكنك حالات هاشتوتك مليل دي بوشو بوخ ما بوين بوي نتقل أعبش ما عندوش مو دار على أساس صحيح 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 عايش مستوى
Родители демократии и разномастные защитники гражданских свобод чеченцев, которые, как правило, защищают их откуда-то издалека, из-за бугра, завизжали о тоталитаризме, культе личности, нарушении прав человека и прочих страстях. Ну что вы, господа, указ президента Чеченской Республики не нарушает ни один существующий закон, как самой республики, так и Российской Федерации. Известно, что в Сальвадоре в 70-е и 80-е годы пьяных водителей расстреливали, а в Малайзии любителя сесть за руль под шофе до сих пор сажают в каталажку вместе с женой. Представляете, что ему, бедному, придется пережить? Чтобы родителям так называемых прав было еще спокойнее, можно привести другой пример. Буквально несколько лет назад было много визга вокруг введенного Кадыровым запрета игровых автоматов. И что? Через некоторое время, к примеру Чеченской Республики, последовали в других краях и областях необъятной родины. А сейчас и вовсе на федеральном уровне одноруких разбойников загнали туда, куда Макар телят не гонял, в дебри Алтая и к самой китайской границе. И мир от этого не перевернулся, но преступлений на почве игромании в России стало в разы меньше. Да и подпольный игровой бизнес, предрекавшийся некоторыми экспертами, так и остался бумажной страшилкой. Я чеченец. Для меня, как и большинства моих соплеменников, вера, мораль, честь – не пустые звуки. Мне больше по душе та молодежь, которая посещает мечеть или учится в институте, чем та, что по вечерам пьет пиво и водку. Образ чеченской женщины для меня ассоциируется с красивыми, скромными и верными женщинами, а не с этими двумя красавицами, 3 часа ночи в пьяном виде шляющимися по улицам. Уже о многом говорит подозрительным. Кроме всего этого, чего дитя, везда дочь, бела дочь, ногти шитут, мелли, маларкети. Сегодня чеченская молодежь заявляет о себе многими полезными делами в труде, спорте и общественной жизни. Вот и нынешний указ Рамзана Кадырова вызвал их среди сильный резонанс. В Грозном прошла акция «Война на дорогах», организованная патриотическим клубом «Рамзан» совместно с УГИБДД МВД Чеченской Республики. Цель акции – информирование водителей о последствиях нарушений правил дорожного движения и скоростного режима. Активисты патриот-клуба «Рамзан» раздавали брошюры, в которых содержалась информация о количестве дорожно-транспортных происшествий, а также на иллюстрациях были показаны реальные случаи ДТП. Здесь содержится обращение от имени патриотического клуба «Рамзан» к водителям с призывом беречь свою жизнь и жизнь окружающих. Да, действительно, проблема решается в комплексе. Во-первых, это не сухой закон, инициированный государством, полный запрет. Неудачная попытка Михаила Сергеевича Горбачева конца 80-х годов многим, думаю, памятна. Народ как пил, так и продолжал пить. Но уже не качественную заводскую продукцию, а разную сивуху. Расцвело самогоноварение, тысячи человек отравлялись суррогатами, гибли, а казна не досчиталась огромных сумм. Инициатива ограничения продажи спиртного в нашей республике идет от самого народа, и указ президента только своевременное и грамотное реагирование. Более того, это позволит существенно снизить число ДТП. Учитывая строгость наказания за езду в нетрезвом виде, это окажется очень действенным. И, наконец, молодежная политика, проводимая в республике, направлена на постепенный и полный отказ чеченской молодежи от алкоголя. Разве это все плохо? Нет, это все отлично. И истинные результаты мы сможем наблюдать через пару лет. Надеюсь, что к тому времени алкоголизм Чеченской Республики отомрет как социальная проблема. И слова великого Льва Николаевича Толстого снова станут актуальны применительно к чеченцам. А говорил великий так: лучшая культура питья у чеченцев, они совсем не пьют. Да, дорогие чеченцы, историческая необходимость и правота принятого решения налицо. Мы победили международный терроризм. Мы почти полностью извели в республике наркотики. Справимся и с пьянством. Древние были мудры, и если бы выпивка была благом, не назвали бы они ее зеленым змеем. Что говорят о нас и что говорим мы в глобальной сети интернет? На прошлой неделе говорили о том, что армия безработных превращается в армию контрактников. Также, что наша республика в числе регионов, в которых отмечен высокий рост дорожно-транспортных происшествий. Сообщалось и о том, что чеченская сотовая связь с 1 марта этого года значительно снизила цены для пользователей сети интернет. И что бывший заместитель прокурора Чеченской Республики подозревается в мошенничестве. С подборкой интернет-новостей минувшей недели в ленте глобальной сети. Представители всеукраинского объединения «Трезуб» имени Степана Бандеры сообщили об очередном акте вандализма, учиненном против имущества религиозной организации «Свидетели Иеговы». Информация размещена на официальной интернет-странице бандеровцев. Ультранационалисты в грубой форме заявили о том, что 14 марта в городе Хуст на Закарпатье неизвестными христианами были выбиты все стекла в принадлежащем верующим помещении. Однако о том, что ответственность за случившееся лежит на Трезубе, прозрачно намекают и сами
сами правые. Известно, что молодые люди из Трезуба ведут военизированный образ жизни и называют себя греко-католиками. Сообщается также о том, что представители этой организации поддерживают тесные связи с вооруженным подпольем во главе с Доку Умаровым. Глобальный экономический кризис начал проявляться из самой неожиданной стороны. Так ГТРК «Иртыш» сообщает о том, что в военкоматах Омской области наблюдается наплыв желающих за деньги служить в вооруженных силах. По словам авторов материала, их число с начала года увеличилось аж в 5 раз. По словам начальника пункта набора граждан на военную службу по контракту, зарплата, например, в Сибирском военном округе колеблется от 13 тысяч рублей до 18, а в Северном Кавказе от 13 и до 30 тысяч рублей. Любопытен в этой информации тот факт, что все больше добровольцев изъявляют желание служить в Чеченской Республике, где даже те, кто только что демобилизовался со срочной службы, гарантированно может получить минимум 23 тысячи рублей в месяц. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров занимает 4-е место среди глав регионов по упоминаемости в центральных российских печатных СМИ в феврале 2009 года. Такие данные приводит информационное агентство Regnum с ссылкой на исследование компании Медиалогия. Стоит отметить, что по индексу информационного благоприятствования, рассчитанному по количеству сообщений в региональных СМИ, президент Чеченской Республики продолжает занимать почетное 1-е место. Также первые места Рамзан Кадыров занимает и топе 10 глав регионов Южного федерального округа по количеству сообщений в региональных СМИ и в топе 10 глав регионов Южного федерального округа по индексу информационного благоприятствования. Представители духовенства Чеченской Республики Саид Альви Медилов, Илес Айбулатов и Абдул Муталим вернулись на родину из поездки в Ливию и Мавританию, в ходе которой приняли участие в ежегодной встрече ученых-богословов исламского мира. Об этом сообщает татарский интернет-ресурс Татар-Информ. В свою очередь отметим, что это мероприятие проходит ежегодно в честь рождения пророка Мухаммеда в различных исламских государствах накануне праздника месяца Раби-уль-Аваль. Инициатором ставших уже традиционными встреч стал ливийский лидер Муаммар Каддафи, который и заложил эту традицию. В этом году в встрече ученых-богословов мира приняло участие 16 представителей духовенства из регионов России, в том числе 3 улемов из Чеченской Республики. Общепринятая норма и установившаяся традиция начинать эти встречи чтением Мавлида. Этой чести в качестве знака уважения почетным гостям были удостоены и члены чеченской делегации. Остается добавить, в ходе поездки на Ближний Восток духовные представители республики посетили также и столицу Мавритании Наукшот. Закрытое акционерное общество «Чеченская сотовая связь» сообщает о том, что пользователи с 1 марта 2009 года введены новые расценки на предоставление услуг передачи данных сети интернет для физических лиц, пользователей сети интернет из Чеченской Республики. Эта цена, судя по сообщению, опубликованном на официальном сайте этой организации, составляет всего 94 копейки за 1 мегабайт информации. Напомним, что чуть ранее «Чеченская сотовая связь» проинформировала своих абонентов о том, что после продолжительных переговоров с крупнейшими интернет-провайдерами удалось достигнуть соглашения о снижении стоимости на интернет более чем на 30%. В этом же сообщении было заявлено о том, что также в 2 раза увеличена мощность канала передачи данных, что ускорило доступ к сети. И последнее. Чеченская сотовая связь заверяет своих пользователей, что останавливаться на достигнутом не намерена, и абонентов в скором времени ждет еще немало приятных сюрпризов. Цель акции – улучшение экологии и внешнего облика крупных городов России. Планируется, что серия мероприятий пройдет по всему Южному федеральному округу. Сообщается, что 25 апреля 2009 года Мегафон проведет «Зеленый субботник» в Грозном, где и будут подведены итоги акции по Северному Кавказу. Примкнуть к экологическому движению могут все абоненты сети Мегафон. Для этого достаточно отправить СМС-сообщение на короткий номер 5050. С этого момента абонент становится добровольцем «Зеленого субботника». Стоимость одного СМС составляет 5 рублей. Планируется, что все полученные от СМС-сообщения средства будут направлены компании на приобретение оборудования и инвентаря для благоустройства парковых зон и детских площадок. В связи с отсутствием финансирования по линии федеральной целевой программы в Грозном временно приостановлено строительство коттеджей на 300 квартир для жителей столицы. Об этом сообщает информационное агентство Regnum. Агентство приводит и комментарий главы республики Рамзана Кадырова, который обратил внимание ответственных за строительство, что объекты находятся в стадии завершения, в связи с чем необходимо изыскать средства для завершения всех работ на территории стройки. При этом Кадыров также обратил внимание на ряд упущений и со стороны местной администрации по
подверг их работу резкой критике. В отношении бывшего заместителя прокурора Чеченской Республики Игоря Самохина возбуждено уголовное дело, сообщает официальный сайт Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Самохин подозревается в том, что в 2002 году, исполняя обязанности прокурора города Аргун Чеченской Республики, располагая сведениями о произошедших в республике боестолкновениях, использовал их для подтасовки фактов. Так, в 2003 году внес соответствующие документы заведомо ложные сведения о получении им ранений. Уже в 2005 году, после увольнения из органов прокуратуры, он подготовил соответствующие документы в связи с якобы полученным им ранением на оформление инвалидности и получение страховых выплат на сумму около 200 тысяч рублей. В настоящее время проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений. В Европейском парламенте прошла конференция по ситуации в Чеченской Республике. Наблюдатели отмечают, что, строго говоря, это была не конференция, а слушание на предложение темы. Иначе говоря, дебаты с участием депутатов. Организаторы, а это представители зеленых и христианских демократов, ставили целью создания в рамках Европейского парламента отдельной группы с тем, чтобы лоббировать идею признания независимости Чеченской Республики. Противники дебатов указывали на опасность дипломатического скандала, напоминая о том, что Москва рассматривает действия противной стороны как вооруженный мятеж и организацию бандформирований. В итоге в зале заседаний парламентских групп всего собрались 5 человек, каждый из которых, не ограничивая себя временем, излагал свой взгляд на ситуацию в республике. Таким образом, наблюдатели в Брюсселе, оценивая ход слушаний в Европейском парламенте, сошлись на том, что инициатива по реанимации чеченского вопроса не вызвала всплеска к ней интереса политиков и парламентариев. Банковская система Внешторгбанк Капитал, крупное инвестиционное подразделение группы Внешторгбанк, объявила о своем намерении развивать в России и в странах СНГ финансовые услуги, которые соответствуют канонам шариата, так называемый халяльный банкинг, пишет деловой портал BFM.ru. Как известно, исламская банковская система основана не на процентах, а на вознаграждении банку, которое клиент после возврата кредита посчитает нужным оставить банку, исходя их собственного разумения справедливости. Взамен традиционных банковских инвестиционных продуктов в исламском мире существует целый ряд своих специфических форм. Это и мушараба, взаимоотношения, при которых кредитор становится партнером по бизнесу и участвует в прибыли. Есть и специфические ценные бумаги, сукук, которые не имеют фиксированного процента и доходность по которым также является определенной долей от прибыли, полученной заемщиком. Остается добавить, что компания заявляет о готовности обеспечить инвесторам из Ближнего Востока и Африки доступ к рынкам капитала России и стран СНГ, в которых присутствует группа Внешторгбанк. Внешторгбанк Капитал планирует интенсивно развивать свой бизнес и в ближневосточном регионе с открытием офиса в Дубае. Следующая страничка нашего тележурнала, как обычно, исследование того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. Кому-то представленный материал покажется расследованием, а кому-то разоблачением. Но это лишь объективный анализ позиции тележурналиста. Рауль Вагапов о чеченской диаспоре за границей и о том, чего добивается Рамзан Кадыров, приглашая их вернуться на историческую родину. Наша цель – возрождение чеченского народа и суверенной Чеченской Республики. Именно с такими лозунгами, которые по существу оказались ничем иным, как прикрытием лживых и навязчивых идей, началась одна из самых трагических страниц современной истории Чеченской Республики. В итоге наше общество прошло через кровавую мясорубку двух военных кампаний и оказалось расколотым на 3 части – чеченское общество и те, кого это общество отвергает. Это так называемые ичкерийцы и ямарадчики. В то время, когда весь чеченский народ активными темпами возрождает республику, созидает и борется за мир и благополучие, эти две последние категории, не всегда единые в своих целях и проповедях, кроме страданий и злободневных выпадов из-за того или иного бугра, республике ничего так и не принесли. Более того, и по сей день эти злопыхатели не оставляют попыток добить и разделить общество по политическим, правовым, тейповым, религиозным и даже нравственным принципам. К сожалению, чеченцы в большинстве своем напрочь лишены защитного механизма. Иначе чем объяснить тот факт, что главным идеологом той или иной группы на определенном отрезке истории у нас становится инородец, человек, которому чужды наш менталитет, историческая память и морально-нравственные ценности. Эти новоявленные отцы народа и чеченской национальности и затаскивают наше общество в глубокую пропасть.
К их числу принадлежит имам Шамиль, который после поражения и изгнания с родины практически в полном одиночестве прибыл в Чечню и в одночасье стал имамом Чечни и Дагестана. Это и осетин по происхождению Муса Кундухов, который после Кавказской войны увлек тысячи чеченцев в единоверную Турцию, где они подверглись ужасным лишениям и практически навсегда осели на чужбине. Это и дагестанец Узун Хаджи, который в 20-е годы прошедшего столетия обосновался в Ведено и объявил об образовании в горных районах Чечни Северокавказского Эмирата. Да сколько их было в нашей истории? Вот и в современной истории мы спотыкаемся все от те же грабли и внемлем новоявленным и непонятно откуда вдруг выскочившим вождям. К примеру, все тот же шейх в кавычках Саид Бурятский, так называемый проповедник и теолог, человек далекий как от чаяний чеченцев, так и от идеалов национально-освободительного движения. Тем не менее, этот человек берет на себя смелость судить целый народ, причем народ, на исторической родине которого он и находится. По его убеждению, большинство чеченцев, иначе говоря, мы с вами, являемся джаилями, то есть людьми невежественными в исламе. А любовь к Аллаху и исламу, по его мнению, чеченцы подменили любовью к родине и к своим традициям. С каких пор мнение народа стало определять джихад, существование его или же нет? И народ в своей массе остается обществом джахилии, которое не способно понимать религию Аллаха полностью и досконально. Так кто такой так называемый шейх Бурятский? Насколько он имеет право судить чеченское общество и проповедовать в нем ислам? Почему джайлями являются чеченцы, а не его соплеменники? Далекая и солнечная Бурятия – вот поле для его так называемой проповеднической деятельности, ибо буряты вообще не в исламе, да и для джихада у них простора непочатый край. Бурятский, в нашем случае, это всего лишь один из примеров. Таких бурятов в современной истории немало. Хотя бы все тот же Удугов, один из соавторов второй чеченской кампании, который призвал людей в окопы, а сам бежал со своим исламским порядком и гаремом в далекую Турцию. Имеет ли право этот человек комментировать события в Чеченской республике и рассуждать о судьбе чеченского народа, в то время, когда даже его происхождение вызывает ряд вопросов? Тем не менее, находятся люди, которые, смакуя, охотно цитируют мысли этих и других словоблудов, которые по существу и кормятся от этой словесной шелухи. Всем этим доброхотам пора бы уже понять, чеченское общество уже тошнит от этих самозваных отцов народа, не имеющих, во-первых, ни рода, ни племени, и, во-вторых, не имеющих хоть какого-нибудь значимого результата ни в личной, ни в общественной жизни. Словоблудие и ложь, собственные амбиции и лицемерие – вот и все, что исходило и исходит от них. أهل خونه تقومرشة دون دولش ميتشان ولا كيش خلوي شوال تعبير زنا إشي قاعد سنيك سما خلش كتير تونجا إشي بتعير زين قط موتشوش متر دوش كيشي إليس مولادي إلي بحابير زين ده بتعقوله يو واحد وقوي تسويت إيه ده إتقو إذا استانلش دينا Кто и как используется этими сытыми и самодовольными самозванцами, претендующих на роль творцов чеченской истории? В первую очередь, это молодежь. Именно она становится объектом внимания новоявленных амиров и духовных наставников. Чаще всего разговоры о вступлении НВФ ведутся на улице, в учебных заведениях и в молодежной среде. Эмиссары обещают молодым людям деньги, открывают определенные перспективы. Романтика жизни, военное братство и религия. Вот через это и заманиваются неокрепшие умы в горы, где мифы о воинском братстве, романтике и борьбе за исламские ценности разбиваются в пух и прах, а горькую прозу чванства и элементарного бандитизма. تحرم بچن دان ولا تاني لامز دير دواش تاني حقوق تكملية دي تون شهوات ملقية شقيقي بوش إيش طعم الخلق أما مو أدرس تبلز تيبا يقع حتى إيش بنيكنوت دين شو عقيدة عدونا أي حلوقة إنفورماتي شيء جيات نولات ديسك تاني هي خم بوي يقع وش بوي بوش أنا Вторая часть горькой прозы чеченского общества – это тысячи наших соотечественников, раскинутых по всей Европе и странам Ближнего Востока. По статистике, Чеченская республика занимает третье место по количеству эмигрировавшего населения. Подавляющее большинство покидало родину не по идейным соображениям, а просто в поисках лучшей доли. Но эту новую жизнь и яркую европейскую мечту на чужбине они так и не нашли. Большинство из них находится на грани нищеты,
проживают в местах компактного проживания в антисанитарных условиях. В результате чеченское общество, к большому стыду и огорчению, предстает миру в образе жалкого, влачившего жизнь нищете подобия цыганского табора. Люди, лишившиеся родины элементарных социальных условий, еще одна питательная среда, в которой эмиры виртуального интернет-джихада вербуют своих сторонников, расписывая ужасы чеченской реальности в условиях колониального гнета. Попавшиеся на крючок пропагандистской машины вооруженного бандподполья виртуальные бойцы сетевого джихада, порой даже не владея в совершенстве родным языком, играют войну в интернете и пытаются свести на нет ценность всех позитивных изменений, происшедших и происходящих на их исторической родине. Именно из виртуальных клавиатурщиков и вырастают манкурты. Манкурты, у которых все традиционные ценности уходят на второй план и остаются лишь слепая ярость и ненависть. Сетевой словесный бред подхватывают голодные стервятники от информационных сетей, и с их подачи ожиревшие демократы и лжеборцы за соблюдение всех мыслимых и немыслимых прав начинают обсуждать несчастный, злой, это уже как вам будет угодно, чеченский народ. Конечно, такого рода потуги уже не в состоянии перечеркнуть реалии сегодняшнего дня. Караван, как говорится, идет. Печально другое. Вот таким анекдотическим образом чеченское общество, расколотое на 3 непримиримых лагеря, и выставляется на потеху интернет-сообщества, да и всего мира. В итоге чеченское общество становится некой развлекательной темой, а сами чеченцы выступают в роли неких гладиаторов, клоунов, которые попирают собственную историю и свои же нравственные ценности. Это же насколько должен человек не знать свою историю, чтобы завидовать истории другого общества и не верить в будущее своей родины, считая, что завтрашнего дня у нее нет. Ведь именно так и получается, если кто-то считает, что мы отстаем от Европы на вечность. Я согласен с тем, что мы отстаем от Европы на вечность, но только в соотношении аморальных и в постыдных поступках. Слава Всевышнему, мы живем не в том регионе, в котором считается нормальным явлением дома престарелых, многофункциональные браки, распутный образ жизни и тому подобное аморальщина. Осуждать так только ради оправдания, оправдывать так ради исцеления. Вот к чему надо бы стремиться. На протяжении последних 10 лет, так или иначе, чеченцы находились под прицелом сотен и тысяч несущих смерть орудий убийства. В результате десятки тысяч погибших, тысячи пропавших без вести, сотни тысяч как физических, так и психологических инвалидов, которые также стали ими, как результат кошмарного ада 2 военных кампаний. Добавим к этому и 4 года постоянных страхов от беспредельных и ужасающих по своим сценариям зачисток и ужасные итоги 2 военных кампаний. Результат. Практически нет ни одного дома, которого так или иначе не коснулась бы трагедия, призвание которой, по сущности, было уничтожение всего народа. Так называемые лидеры Ичкерии даже и не скрывали, что по их расчетам должно погибнуть около 70% населения для того, чтобы остальные 30% пребывало в достатке. Несмотря на все это, нам удалось выжить и найти в себе силы для возрождения республики, восстановления республики мира и согласия. Кто примирит враждующих людей и уладит их вражду, милость тому от Аллаха, ведь Аллах любит справедливых и милосердных, гласит Коран. Кто-то когда-то точно подметил, что история развивается по спирали, и на каждом очередном витке повторяются события, обстоятельства, факты. Историки утверждают, что неудачи в истории преследуют всех, но по нашему разумению догоняют они лишь чеченцев. Догоняют, потому что каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, и уже, наверное, так и не успокоимся, пока не сломаем эти грабли или свою шею. Мудрость заключается в том, чтобы, будучи вооруженным опытом прошлого, избегать однажды совершенных ошибок. Сегодня Чеченской Республике как никогда необходим мир и гражданское согласие. Собрать в одно разделенное на 3 непримиримых лагеря разрозненное чеченское общество. И именно сегодня нам как никогда необходимо объединиться и осознать себя не ичкерийцами или имаратчиками, не родителями всемирного джихада или наставниками мировой истории, а осознать себя частью единого и неделимого чеченского общества, вне зависимости от того, кто и по какую сторону границы находится. А для этого нам необходимо всего лишь четко уяснить свое сегодняшнее положение и понять, в каком государстве мы живем, какое место нам под солнцем выделено.
История в зеркале времени. Обзор ключевых событий чеченской истории второй половине марта в непричесанной истории Чеченской Республики. На этой неделе это были отмена ограничения проживания горцев в Грозном, съезд представителей чеченского населения Терской области, конец Деникинщине, также упразднение эмиратства Узун-Хаджи и многое другое. Итак, предлагаем вашему вниманию хронологию памятных дат в истории Чеченской Республики, возвращенные из небытия. В конце марта 1718 года Петром I вручена грамота кумыкскому шамхалу Адельгирею Будайчиеву о принятии его со всеми подвластными ему улусами в российское подданство. Целью кавказской политики Петра являлось не только присоединение Дагестана к России, но и обеспечение безопасности российских юго-восточных рубежей и получение надежного союзника в этом регионе. Уже в ходе похода Петра Великого к Дербенту в 1722 году шамхал оказывал весьма важные услуги русскому царю, предупреждая русское командование о настроениях среди местных владетелей, предоставляя войску продовольственные и перевозочные средства. Известно, что сам шамхал Адельгирей, который сыграл одну из ключевых ролей в кавказских событиях этого периода, являлся правнуком Сурхая, шамхала Тарковского, принявшего еще при Михаиле Федоровиче русское подданство. Известно также, что Сурхай, дед Адельгирея, происходил из рода великого Чингисхана. В конце марта 1783 года была совершена экспедиция царских войск в Атаги и Алды под начальством полковника Коха и в Ингушетию под начальством майора Рика. Именно в этой экспедиции приобрел первый боевой опыт Петр Иванович Багратион, российский генерал от инфантерии, князь-герой Отечественной войны 1812 года. Род Багратиона ведет свое начало от Адарнаса Багратиона, эристого правителя старейшей провинции Грузии Тао-Кларджести, сын которого Ашот Куропалат стал царем Грузии. Позже, в 1785 году, в неудачной вылазке отряда под командованием Пиери против восставших горцев шейха Мансура, адъютант полковника Пиери, унтер-офицер Багратион, был захвачен в плен под селением Алды, но затем горцами, пораженными мужеством и отвагой молодого офицера, был добровольно выдан царскому правительству без всяких предварительных условий и требований. 18 марта 1901 года отменены ограничения проживания горцев из числа чеченцев в Грозном. Отметим, что до этой даты проживать в Грозном на постоянной основе имели право лишь представители чеченского общества, которые состояли на военной службе или занимали в гражданском обществе определенный статус. Таковым, согласно предписанию, полагалось получить специальное разрешение, утвержденное властями. Лишь спустя 6 лет, в мае 1906 года, такие же ограничения были сняты в слободах Ведино и Шатой. Однако действия царской администрации, направленные на то, чтобы подорвать основы традиционной культуры горцев, этими мерами не ограничивались. Так, некоторые мероприятия царского правительства существенно затрудняли функционирование и других общественных институтов, из которых немыслима была традиционная культура горцев. В частности, в горское общество были внедрены так называемая билетная система, институт доносительства, правила регулирования времени действий гостеприимства и условия ограничения ношения оружия. 14 марта 1917 года в Грозном состоялся съезд представителей чеченского населения Терской области, который избрал Чеченский национальный совет и признал власть Временного правительства и его комиссаров на местах. Совет для постоянной работы избрал и Чеченский исполнительный комитет во главе с присяжным поверенным Ахмедханом Мутушевым. Уже в марте 1918 года Ахмедхан Мутушев подает в отставку с поста председателя Чеченского меджлиса, и на его место приходит Ибрагим Чуликов, что привело к расколу. В это же время леворадикальная группа Эльдарханова-Шарипова провела в селе Гойты съезд чеченского народа и объявила о создании Чеченского народного трудового совета во главе с Таштимиром Эльдархановым. В историю Чечни этот совет, за созданием которого стояла партия большевиков, вошел под названием Гойтинский совет. С начала работы этого совета и начинается установление в республике советской власти. В марте 1920 года Красная армия изгнала белогвардейцев Деникина с территории Чечни и упразднила эмират Узун-Хаджи, являвшийся прежде союзником большевиков. В эмират, который представлял собой монархию со столицей в Ведино, вошли горные районы Дагестана, Чечни и части Ингушетии. Главой эмирата стал сам Узун-Хаджи Хайрхан, аварец по происхождению. Председателем правительства, а заодно и главнокомандующим и министром иностранных дел Дышнинский и Арсанукаев, бывший офицер царской армии и чеченец по происхождению, который именовал себя не иначе, как князем.
Ранее весной 1919 года Чечня, как и весь Северный Кавказ, была захвачена войсками генерала Деникина. Быстро заняв Грозный и приграничные районы, деникинцы столкнулись с мощным сопротивлением. Большевики применили гибкую тактику и использовали эмира в борьбе с Деникиным, обозначив свою линию проведения как совместную борьбу с общим врагом. Однако сразу же после разрешения ситуации советской властью были предприняты действия по ликвидации Узун-Хаджи и развалу объявленного им государственного образования. 18 марта 1925 года вышел первый номер первой национальной газеты «Серло. Свет» на чеченском языке. Сегодня эта газета носит гордое название «Даймох. Отечество». Издание газеты на родном языке явилось мощным толчком для развития чеченской литературы. В ней начинали публиковать свои первые произведения корифеи чеченской литературы Саид Бадуев, Абди Дудаев, Саидбей Арсанов, Шамсуди Айсханов, Магомед Мамакаев и многие другие. В связи с тем, что в Чечне тогда имела распространение только арабская письменность, многие произведения этих писателей были написаны именно с использованием этой графики. За первые 11 лет своего существования газета трижды меняла графику. Если первые номера выходили на основе арабской графики, то в последующем использовалась латиница. Только во второй половине 30-х годов газета перешла на кириллицу. Менялись поколения журналистов, внешний вид газеты, но содержание, цели остаются неизменными. Нести достоверную информацию в массы, находить пути к сердцам людей, распространять культуру, вековые традиции чеченского народа. 23 марта 1932 года в районе Биной вспыхнуло восстание, которое войска ОГПУ попытались подавить собственными силами. Но ввиду серьезного сопротивления вынуждены были обратиться к помощи частей Красной Армии. Возглавил выступление, известный в истории как последний имам, Моца из Шуани. В начале марта в селении Биной Нажиюртовского района Чеченской автономной области было проведено совещание группы повстанцев, на котором и было принято решение начать 23 марта массовое вооруженное восстание против советской власти. Руководителем восстания был избран выходец из села Шуани Муцу Шамилев. С началом выступления планировалось захватить промыслы Стерч-Керчь, станцию Гудермес и в дальнейшем действовать по обстановке. Однако местному ГПУ через своих осведомителей удалось спровоцировать преждевременное восстание и жестоко подавить его. Всего по делу так называемого Чеченского националистического центра было арестовано до 3000 человек. Эти события вошли в историю Чеченской Республики как мартовские события. В марте-июле 1956 года народы СССР, в том числе чеченцы и ингуши, депортированные в ходе Второй мировой войны в регионы Средней Азии и Сибири, снимаются с учета спецпоселений. Получив некоторую свободу в связи с указом Президиума Верховного Совета СССР о снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев и ингушей, представители интеллигенции из числа чеченцев и ингушей настойчиво писали обоснованные письма протеста в ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР о возвращении на родину и восстановлении ЧССР в пределах границы 1944 года. Особую роль в этой работе сыграли Магомед Мамакаев, Халид Ашаев, Абдулла Хамидов, Идрис Базоркин, Муслим Гайрбеков и многие другие. Благодаря настойчивости Хрущева, который 3 раза внес в Президиум ЦК КПСС предложение о восстановлении автономии ряда народов Северного Кавказа, этот вопрос был решен положительно. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о восстановлении ЧССР, и уже начиная с 1957 года чеченцы и ингуши стали возвращаться на родину. 23 марта 1995 года президент России Борис Ельцин подписал указ о временных органах государственной власти в Чеченской Республике. Поскольку Комитет национального согласия Чеченской Республики, образование которой было одобрено еще 27 января, если и существовал, то лишь на бумаге, президент России в новом указе постановил поддержать решение Временного совета Чеченской Республики о создании Комитета национального согласия Чеченской Республики в составе 45 человек на базе Временного совета. Председателем созданного комитета, призванного искать национальное согласие, был избран Умар Автурханов. Именно на этот орган президент возложил обязанность искать пути достижения примирения в Чеченской Республике, разработать проект Конституции и провести в республике свободные выборы. Как известно, проект Комитета национального согласия, как его тогда называли в шутку Комитет необдуманных ситуаций, надежд на мир в Чеченской Республике так и не оправдал.
23 марта 2003 года в Чеченской Республике по инициативе первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова прошел всенародный референдум, на котором была принята первая в истории Чеченской Республики Конституция. Конституция окончательно закрепила развитие региона в составе Российской Федерации. В ходе голосования около 96% проголосовавших поддержали предложенную Конституцию. По данным из официальных источников, в освещении референдума приняло участие более 100 представителей российских и иностранных СМИ. В ходе подготовки к референдуму были созданы консультативный совет, конституционная комиссия и инициативная группа по принятию Конституции и законов о выборах президента и парламента Чеченской Республики. Сам процесс подготовки к референдуму занял чуть более 18 месяцев. Всего на рассмотрение инициативной группы было внесено 12 проектов, один из которых был представлен Ахмат Хаджи Кадыровым. Именно этот проект и лег в основу Конституции Чеченской Республики. После принятия Конституции Кадыров подписал указ об объявлении 23 марта Днем Конституции. Знаменательные и актуальные для республики события стали возможными благодаря и личному политическому мужеству первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, с именем которого и связаны все позитивные перемены и в жизни чеченского народа в последнее время. В начале прошлого века в Турции появился свой генералиссимус. Это некий Махмуд Шевкет Паша. Лишь сравнительно недавно выяснилось, что этот видный государственный и политический деятель по происхождению был чеченцем. История его происхождения изучена не до конца. Мы постараемся в какой-то степени восполнить этот пробел. На вопрос, кто он и откуда, мы попытаемся ответить в нашей новой и постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». В начале века на политической арене Турции громко заявил о себе некий Махмуд Шевкет Паша, который уже в 1911 году фактически стал первым лицом в турецком государстве, после султана, игравшего к этому времени чисто декоративную роль. До последнего времени об этом человеке, как о выходце из чеченцев, практически не было известно. Лишь сравнительно недавно о нем заговорили как о государственном деятеле и выдающемся представителе из числа чеченцев. Кто он и откуда? Махмуд Шевкет Паша, турецкий государственный военный деятель и первый генералиссимус Турции. Известно, что в свое время Шевкет Паша служил в армии, работал военным представителем на заводах Круппа. В свое время командовал армией действия, свергшей султана. После младотурецкой революции 1908-1909 годов стал военным министром и великим визирем Турции. Известно, что военной науке турки долгое время обучались именно по книге Шевкета о боевом искусстве. За период его нахождения в должности министра обороны Турция выиграла ряд крупных и определяющих ее историю сражений. О дополитическом прошлом Махмуд Паши, по крайней мере на его исторической родине, известно немногое. История Шевкет Паши в архивах написана в основном на османском языке. Это древнетурецкий язык, который включает в себя элементы арабского, турецкого и языка фарси. Пишется арабской графикой, однако существует еще один источник, благодаря которому и распространились сведения о Шевкете, как о выдающемся деятеле из чеченцев. Это книга профессора Аныл Чечена, тоже гражданина Турции чеченского происхождения, «Чеченистан досасы», что в переводе звучит как «Досье Чечении». Книга издана в Анкаре в апреле 2002 года издательством Яни Асия Яин Лары. Известно, что видный турецкий государственный и военный деятель, первый генералиссимус Турции Махмуд Шевкет Паша из числа потомков первых чеченских переселенцев мухаджиров. В чеченской истории этот термин связан с событиями 19 века, когда мусульмане Кавказа, в том числе и чеченцы, переселились в Османскую империю и страны Ближнего Востока под натиском российских войск в ходе Кавказской войны. Мухаджиры от арабского хиджра переселение термин обозначает массовое и целенаправленное переселение правоверных в мусульманскую страну из немусульманских стран, в которых сторонники ислама являются меньшинством или чаще всего им становятся в результате военных действий, например, аннексии территорий, и не желают мириться с положением религиозного меньшинства. В современном контексте этот термин применяется к различным массовым переселениям мусульман с территорий, контролируемой немусульманами. Махмуд Шевкет Паша родился в 1858 году в Багдаде в семье госчиновника Ирака. Его отец, Кетхудазаде Сулейман Бей, исполнял обязанности главы администрации города Басры. Здесь могут возникнуть вопросы о том, как чеченцы могли оказаться в эти годы в Ираке или в Османской империи.
Известно, что первая волна чеченской эмиграции прошла в 1864 году, после завершения Кавказской войны, и Шевкет Паша, следуя этой версии, не мог оказаться именно в этот период на Ближнем Востоке. Более того, как мог его отец Сулейман Бей в более ранний период служить в столь высокой должности главы администрации Басры? Получается, что эта семья эмигрировала в страны Ближнего Востока уже в начале 19 или в конце 18 века. Возможно ли это? О том, что такое возможно, говорят определенные факты, которые доказывают, что такие случаи в чеченской истории не единичны. В этой связи вспомним крупного государственного деятеля, богослова и наиба имама Шамиля, чеченца Юсуф Хаджи Сафарова, который вступил в армию имама, вернувшись на родину из далекого Египта. Об этом же говорит и история турецкого генерал-губернатора Анапы и коменданта этой крепости Сираскир Хаджи Хасан Паши Чечен-Оглы, который уже находился в этой должности даже в ходе Кавказской войны под знаменами шейха Мансура. Исходя из этих примеров, мы вполне достоверно можем утверждать, что чеченцы отдельными семьями эмигрировали в Османскую империю и ранее первой и массовой волны чеченской эмиграции. Но вернемся к истории Махмуд Шевкет Паши. В 1882 году он окончил кадетское училище и в ранге штаб-капитана поступил на службу в Министерство обороны Османской империи. Уже тогда, в ранние годы, немецкий консультант фон Дер, занимавшийся реорганизацией османской армии, был очень высокого мнения о Шевкет Паше и способствовал его отправке в 1886 году в Германию для повышения квалификации, а также с целью инспекции военного снаряжения, производимого в Германии для нужд османской армии. Именно в Германии Шевкет и приступил к исполнению обязанностей военного представителя Турции на заводе крупнейшего производителя Европы Круппа. Сразу же по возвращении оттуда он назначается главой департамента по контролю и инспекции в звании генерала. С 1901 по 1903 годы Махмуд Шевкет Паша уже служит в звании военного губернатора провинции Хиджаз, что находится на севере Саудовской Аравии. Однако после революции младотурков в 1908 году Махмуд Шевкет становится командующим Третьей армией, расквартированной в Салониках, во главе которой в результате тяжелых боев сумел подавить восстание сторонников восстановления абсолютной монархии султана. Вот как описываются эти события в исторической литературе. В апреле 1909 года Абдулгамид предпринял попытку переворота. В течение нескольких дней судьба, казалось, улыбалась ему. На этот раз была пролита кровь младотурок. Но вскоре македонская армия, возглавляемая Махмудом Шевкет Пашой, уже стояла под стенами Константинополя. Поскольку к назначенному моменту султан не капитулировал, город был окружен, закипело сражение. При наступлении дворец султана был захвачен. Самого султана нашли в одной из комнат, расположенных за гаремом. В страхе он выслушал свой приговор, по которому его навсегда лишали трона. Султана пощадили. Он умер через несколько лет в заключении в Малой Азии. Вслед за ним на трон был возведен его безвольный брат Решед, известный под именем Махмед V. Именно после этой нашумевшей и блестящей операции Махмуд Шевкет Паша и стал героем в глазах своих солдат и Турецкой национальной ассамблеи, которая позже поспешила окончательно низвергнуть султана Абдулхамида II. После свержения ненавистного султана, вместо того, чтобы начать свою политическую карьеру, Махмуд Шевкет контролирует все свои усилия на реорганизации османской армии. Благодаря своим блестящим действиям, которые зарекомендовали его как талантливого лидера, он был повышен до звания генерала-инспектора первых 3 армейских корпусов и назначен министром обороны Османской империи. В этом звании с 1910 по 1911 годы Шевкет подавил восстание малисоров, а в 1912 году воевал против албанских повстанцев. 22 июля 1912 года в результате поражения османских войск в войне с Италией был смещен с занимаемого поста, но уже 23 января 1913 года, после переворота против правящей партии, устроенного группой офицеров под предводительством Энвера Паши, он становится великим визирем Османской империи. В этой должности Махмуд Шевкет Паша фактически стал первым лицом в государстве, после султана, игравшего уже исключительно декоративную роль. Впоследствии Шевкет Паша продолжил активные военные реформы, но полгода спустя после его назначения, в результате конфликта с монархистской партией, получавшей приказы напрямую от шерифа Паши из Парижа, 11 июня 1913 года был убит в результате теракта одним из членов этой организации. В этой истории остается добавить, что Махмуд Шевкет Паша, вошедший в историю Турции как герой свободы, похоронен в Стамбуле в мавзолее, возведенном Халил Беем при помощи Казима Эфенди.
На этом все. Смотрите программу «Чечен Инфо» каждую субботу. Всем удачи!